Ответственное управление для устойчивой Арктики. С таким лозунгом сегодня в Якутске стартовала международная конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты. Мероприятие собрало свыше 500 участников, причем не только из России, но и других стран. Что обсуждали на полях конференции, узнавал Петр Васильев. Что объединяет Россию, Китай, Монголию, США, Индию и даже Японию? Как ни странно, ученые из этих стран сегодня собрались в Якутске ради одного глобального вопроса – изменения климата. Деградация мерзлотных толщ, увеличение количества парниковых газов уже привели к повышению температуры и уровня мирового океана. Сегодня главная задача всего мирового научного сообщества вместе понять, как сохранить этот хрупкий баланс между человеком и природой. Сегодня в рамках конференции большой акцент был сделан именно на совместную работу в этом направлении. Такой баланс позволит сохранить политику устойчивого развития, которая будет в себе сочетать, во-первых, необходимость сохранения хрупкой окружающей среды, а во-вторых, позволит решать социальные и экономические вопросы. То есть проблематика устойчивого освоения арктического региона, с одной стороны, сбережения охраны окружающей среды, а с другой стороны, экономическая политика ответственная. То есть это позволит предотвратить конфликт целей конкретными действиями. Сегодня в Арктике создаются новые уникальные предприятия, транспортная, промышленная, социальная инфраструктура. Большое внимание уделяется охране окружающей среды. Как отмечают ученые, важно, чтобы эта работа опиралась на современные научные исследования и разработки, позволяющие в том числе учитывать риски, связанные с изменением климата, обеспечивать баланс между экономическим развитием и сохранением уникальной арктической экосистемы. В рамках изучения климата мы с Китайским морским университетом работаем, с Харбинским политехническим работаем, да, по глобальным проблемам. У нас имеется один большой проект, который мы реализовываем в течение нескольких лет. Это вот такие переносы вредных веществ или там загрязнителей по северному полушарию. Это у нас в Якутии 3 вот таких точки, да, на северной части, в центральной и в южной Якутии, на территории Китая 4 точки. С российскими учеными согласны их зарубежные коллеги, ведь меняющийся климат – это проблема не только арктических государств, но и в целом одно из самых серьезных вызовов нового времени. Здравствуйте, меня зовут Фу Джон, я представляю Харбинский институт. На базе нашего института мы создали научно-исследовательскую лабораторию, которая занимается арктическими исследованиями в сфере архитектуры, технологий. Я был в Якутске в 2018 году, и с тех пор мы продолжаем тесное сотрудничество с университетом. Арктика, которую принято считать кухней погоды всей планеты, в контексте глобального потепления является уязвимой территорией, где наиболее отчетливо проявляется процесс изменения климата. Поэтому так важно совместно прикладывать всевозможные усилия, чтобы не допустить катастрофических последствий. Петр Васильев, Джулустан Иннокентьев, Павел Пахомов, Семен Семенов, Якутск.